Одним из первых свидетелей нападения военнослужащих Таджикистана стал начальник пограничной заставы Улугбек Акмазалиев. Информацию о том, что на границе с Таджикистаном собирается большое скопление людей, ему передал начальник заставы Максат. Вот так Улугбек Акмазалиев рассказывает о нападении таджикской стороны. Во время нападения пограничный пункт 100%, да, 100% уже все сгорело. Вот как сами видите, все сгорело дотла. Вот, например, 120-миллиметровый миномет, вот, видите, да? Там дырка стоит, да? Да. Потом мы начали отступать. Конец боя у нас был вот рядом магазин. Туда мы перешли в магазин. За этим магазином оборону держали. Потом уже пеший состав со стороны Таджикской республики, гражданины были, гражданские формы одежды, а также пограничные. Уже зашли сюда. События на кыргызско-таджикской госгранице Генеральная прокуратура расценивает как посягательство на суверенитет и целостность Кыргызстана в нарушении принципа мирного сосуществования. По информации Генпрокуратуры наблюдалось ведение агрессивной войны с нарушением международных договоров. Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. Также прослеживается нарушение международных договоров и соглашений. 29 апреля 2021 года данный факт был внесен Генеральной прокуратурой Кыргызской республики в единый реестр преступлений и проступков по статье 380 Уголовного кодекса Кыргызстана «Преступления против мира». Проведение расследования по делу досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКМБ, МВД и военной прокуратуры. В ходе нападения Таджикистан использовал автоматы, минометы и другое военное оружие. Они атаковали пограничные посты и захватили населенные пункты. Были ранены 183 человека, практически все. Пострадавшие – это мирное население. Погибли 36 человек, среди которых 2 детей. Младшему было всего 4 года. В агрессии со стороны Таджикистана участвовали тяжелые виды вооружения. Прежде всего, это минометы 82-миллиметровые. Второе – зафиксированные удары артиллерийскими системами. И третье – зафиксированные удары с воздуха вертолетами огневой поддержки Ми-24. Данные фиксировано как на земле, так и видеосистеме, так и данными радиоконтроля. Кроме этого, в конфликте с таджикской стороны участвовали уже подтянувшиеся в зону конфликта танки Т-72. В приграничных селах сейчас собирают и обезвреживают невзрывавшиеся снаряды. Более 33 тысяч жителей пришлось эвакуировать в безопасное место. Сельчане рассказывают, что видели, как нападавшие с таджикской стороны перед поджогами грабили их дома. Атаковали даже автомобили скорой помощи, перевозившие раненых. По словам правоведа Кубанычбека Исабекова, это свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных международных норм со стороны Таджикистана. По международным нормам есть устав Организации Объединенных. Там тоже запрещается оружие массового поражения применять. Допустим, артиллерия, тяжелая артиллерия. Вот минометы 122-миллиметровые, я как военный, как офицер вам говорю, нельзя применять. Кроме этого, они против мирного населения военную авиацию, вертолеты применили. Это запрещено, понимаете? Против безоружных людей применять это категорически запрещено. И в странах СНГ у нас закон есть, общепринятый. В целях безопасности. И ОДКБ есть. Вот 3 основных. Таджикистаном нарушена группа. Напомню, что в 2004 году между Кыргызстаном и Таджикистаном было подписано соглашение о добрососедских и партнерских отношениях. Соседняя страна также является членом ОДКБ, основными целями которого является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности территориальной целостности и суверенитета. Однако атака со стороны Таджикистана противоречит этим соглашениям. По словам Кубатбека Куджаналиева, несмотря на атаку, Кыргызстан не допустил эскалации конфликта и сохранил мир. Вообще любое огнестрельное оружие, любой вооруженный отпор используется для защиты государственных границ, территориальной целости, жизни и безопасности своих граждан. В уставе Организации договора о коллективной безопасности так и записано, что эта организация создана для
обеспечения территориальной целостности, безопасности границ и ее граждан. Таджикская сторона нарушила не только устав, но и общепринятые человеческие ценности. Это всеобщая декларация. По вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи. Проведена фото-видеофиксация. В ЕРПП зарегистрировано 11 материалов по фактам преступлений. В Баткенскую область было направлено 20 опытных следователей Следственной службы МВД для качественного расследования преступлений. Мирим Асаналиева, Миримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.